И последнее. Якутяне успешно выступили на открытом кубке Дальнего Востока по бодибилдингу. За звание лучших боролись более 200 спортсменов из Хабаровского края, Амурской области и Якутии. Чьи мышцы оказались самыми накачанными, знает Стас Михайлов. В этом году состязания за звание обладателя лучшей фигуры стали самыми масштабными по количеству участников и разнообразию номинаций. Более 200 мужчин и женщин из 5 регионов Дальнего Востока выясняли, кто лучший в дисциплинах бодибилдинг, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес и фитнес-бикини. И, как отмечают организаторы, бодибилдинг на Дальнем Востоке молодеет. Сегодня мы наблюдаем, как очень серьезные юниоры уже соревнуются. Да, то есть, если раньше мы наблюдали спортсменов, которым становились они все старше и старше, то сейчас тенденция такая, что очень молодые спортсмены показывают очень высокий уровень. И, конечно, это позволяет спрогнозировать то, что спорт будет еще длительное время развиваться на Дальнем Востоке. В классических дисциплинах, как, собственно, бодибилдинг, атлетам, кроме стандартного позирования, дается возможность показать себя в произвольной программе. Андрей Горин, выступающий за Якутию, привнес в свою программу изрядную долю артистизма, чем вызвал бурный зрительский интерес. В категории пляжный бодибилдинг, где ценятся не столько объемы, сколько пропорциональность и симметричность, первое место занял якутянин Илья Кузнецов. Среди наших девушек сразу 2 бронзовые медали получила Анастасия Романова в номинации «Фитнес-бикини среди юниоров» и в категории женщин до 163 сантиметров. А Ирина Даниленко, которую тренировал президент Федерации бодибилдинга Якутии, завоевала золото в фитнес-бикини. В призах очень многие у нас, очень хорошо. Команда выступила, есть даже 2 чемпиона. Очень интересно и даже где-то неожиданно. Будем надеяться, что будет развиваться еще дальше и больше. И мы увидим в скором времени новых чемпионов. Не только нашего Гран-при Дальнего Востока, и, может быть, когда-нибудь и даже и России. Теперь нашим атлетам предстоит еще попотеть на предстоящем чемпионате России, который будет проходить через пару недель в Мурманске. Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.